месяц они оплачивают вот это. Если у меня выход, это 25 тысяч. Если ночной программа будет, там, А, ночью работа дороже, да? да. Иногда будет. Какой-то папе отдыхает. Ребята, в Таиланд, узбеки, таджики в России за наш сложный труд еще неуважительно относятся, поэтому Таиланд. Я в Вьетнаме общался с узбеками, кстати, ресторан был. Сейчас узбеками. В общем, все хорошо, ребята. Ну, какие еще вопросы у меня? Все хорошо. Бахтеру огромное спасибо за такую нужную нам информацию. Тебе удачи, брат. Спасибо. Давай. Салам алейкум. Всем привет, всем салам алейкум. Подпишитесь на канал. Да. Ваш канал. Мечты сбиваются. Мечты сбиваются. Подпишите, пожалуйста. Я тоже туда подписываюсь. Спасибо. Всем привет. Сейчас познакомился с нашим братом Бахтером. Он с Узбекистан, страна, города Андижан. Вот он нам сейчас как расскажет, как СНГ приехать в Таиланд и устроиться на работу. Здесь работа вот супер, просто он у нас как гидом работает. И знаете, отдыхайте, путешествуйте и за это деньги еще получается. Сейчас я у Бахтеру буду вопросы задавать, все, что он может, нам подскажет. Правильно? Да. Салам алейкум. Точно. Бахтер, расскажи нашим подписчикам, пожалуйста, вот жителям СНГ, это Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и вся Россия, по-моему, Молдова, Украина, по-моему, уже вышла из СНГ, я даже не в курсе, но здесь без визы, правильно? Ну, виза есть. Если как турист приехать, Как турист приедешь, я именно знаю, гражданин Узбекистана получает на 2 недели виза дает, как бы, там 20 000 бат. Иногда будет бесплатно, иногда будет платно. на сколько? На 15 дней, на 2 недели. А потом можешь ехать в Лаос, в Малайзию, там, тебя потом собираешь документы, туристическая виза дает на 3 месяца. Но оно стоит где-то $300, наверное, максимум. $300 это на 3 месяца. на 3 месяца, да. Ну, на улице можешь ходить, как бы никто не проверяет, если ты где-то работаешь, как бы, аккуратно должно быть. Есть еще варианты, как туристические визы, кроме туристических визы, есть еще студенческие визы. Ну, он тоже на год дается, как бы, да. То есть школа, как бы, договор будет, и все собирается, какие-то документы там. Стоимость я не знаю, сколько стоит. Еще есть рабочая виза. Рабочая виза, где устроиться, если компания есть место там, они тебе рабочую визу делают, и ты можешь год находиться в течение года, если домой хочешь уезжать, как бы уезжаешь и обратно приедешь. Огурцы там, пожалуйста. Уезжаешь домой, как бы, можно как бы оставить, как бы. Иммиграшку едешь, они тебя останавливают, когда приедешь, еще восстанавливают обратно. Срок дальше продолжается, А в месяц, вот если трудовому мигранту приехать, допустим, наших земляков с Таджикистана, с Узбекистана, примерно зарплата в долларах сколько? В батах мы не понимаем, к сожалению. Вот в долларах сколько? Долларов гиды получают каждый. У каждого компания своя Маржа, да, зарплата. Да. Гиды работают, они экспресс, они получают, я не знаю, как у них договор. Жители, где они живут, там гостиница дает бесплатно, еда также бесплатно, еще у них документы также компания делает. И зарплата, примерно, я точно не знаю, примерно я знаю, там максимум $700. $700 это в месяц зарплата, ну у них, скорее всего, еще какие-то есть надбавки же, да, бонусы за лучшую работу, скорее всего, да? И какой-то экскурсия там процент оплачивает. А жилье сколько стоит здесь, жилье снять? Жилье, как бы, если ты приедешь, сам найдешь жилье, как бы, по-разному. Если за город просто, где туристы живет, там дорого, даже еда дорого. И еще дальше, который местный живет, там найдешь квартиру, там стоит где-то $200, это средний, как бы, там душ, все есть там, как бы. С этого договора дают они тебе. Если насколько долго продолжается, это примерно ты договор делаешь на год, они тебе депозит оплачиваешь, они тебе как бы подешевле тоже издают. Если на 3 месяца, они подороже. Чем больше срок, да. то есть дешевле квартиру арендовать.
Ребята, здесь погода супер. Здесь круглый год же работа есть, правильно? Или? Ну, круглый год, как бы работа есть, погода также остается, то еще летом 2 месяца где-то вот это, июнь, июль, будет дождь. Сезон дожди, тут июнь-июль, дожди, и поэтому в это время работает, а так в основном... Да, в Турции еще там жара будет, поэтому как бы туристы делятся на 2 часа. Много и туда уезжают. А сейчас сезон, это январь, февраль, март, это Таиланд, да? Да. Это жаркий сезон. До Ребята, конца апреля там здесь сезон, а дальше как бы низкий сезон начинается. И октября, по-моему, середина октября начинается сезон. получается, здесь зарплата примерно $700. Ну, я так понял, что когда в корабле объявляют что-то, я так понял, что у них есть еще дополнительные заработки. А здесь как, главный вопрос, как таиландцы относятся к мигрантам, трудовым мигрантам, так еще в России привыкли гастарбайтерами называть. Трудовым мигрантам как относятся сами таиландцы, коренные жители? Ну, местные народ очень добрые, они не мешают, не, вот даже у них взгляд, они добрые вообще. У них вера такой, как бы, буддизм, как бы, доброта, все время они улыбаются, они должны улыбаться, просто у них есть такой, это, буддизм такой, как бы, они добрые люди вообще, тайцы, сабай, релакс. Да, сабай, релакс. Они вообще не мучаются, у них есть еще поговорка, типа, если они в этом жизни не успевают, они верят, что в следующей жизни, в следующем жизни они успеют все делать, поэтому они как бы, да, славно, как бы в магазин заходишь, даже я на английском плохо знаю. Я покажу фотографии, вот, через телефон я могу общаться с ним, как бы, они на полслова найдет мне, что мне надо. Да, не зная языка, вы можете жестами, какими-то этими объяснить. И они вам помогают, они реально помогают, стараются помочь. И даже не получается, они, самое главное, они не торопятся, они медленно, четко все делают. Еще вопрос. Как работу найти? Работу как искать здесь и найти, чтобы устроиться? Если ты на английском хорошо знаешь, главное здесь второй язык, английский, кроме тайского. Если английский язык знаешь, здесь не надо образование, какой-то диплом как бы показывать. Если знаешь ты, и все, да? Работа, если знаешь его, профессионально какой-то работа, да, ты покажешь ему, все покажешь, да, я умею делать. Не как бы можно устраиваться. Ну, вот есть некоторые компании, ты можешь в интернете можешь найти и их личку просто свой отправишь. Резюме, да? Да. И они предлагают себе работу на себя как бы. Они могут тебя Турцию отправить, Таиланд отправить. У них разные места есть работа, поэтому они выбирают. Не только для тебя, как бы для их, чтобы было удобно. Ну, удобно, чтобы работник был порядочный, да? Ну, а зарплату вовремя платят? Зарплата. Здесь договор надо, вот, кстати, вопрос, надо договор заключать перед как-то только работу устроиться, или все на словах? Ну, по-разному. Вот, которые турагентства работают, как бы, там, они уже все по договору просто приходят и работают. А у нас как бы как бы у нас зарплата, так, я на выход получаю, и раз в месяц зарплата, и в течение месяца аванса я могу еще брать. Ну вот вы на выход сколько получаете? Вот выезжаете на море, ну, с туристом? У меня, я на баре, барменом работаю. Да, я это. 1000 бат в день. 1000 бат в день, это 2000 рублей. Да. И плюс 30, зарплата, да? $30. Да, еще. Ну, вот это собирается, как бы, да. В конце месяца они оплачивают вот это. Если у меня выход 25 тысяч. Если ночная программа будет, там, будет. А, ночью работа дороже, да? Да. Иногда будет. Какой-то папе отдыхает. Ребята, в Таиланд, узбеки, таджики в России за наш сложный труд еще неуважительно относятся, поэтому Таиланд. Я в Вьетнаме общался с узбеками, кстати, ресторан был, узбеками. В общем, все хорошо, ребята. Ну, какие еще вопросы у меня? Все хорошо. Бахтеру огромное спасибо за такую нужную нам информацию. Тебе удачи, брат. Спасибо. Салам алейкум. Всем привет, всем салам алейкум. Подпишитесь на канал. Да. Ваш канал. Мечты сбиваются. Мечты сбиваются. Подпишитесь, пожалуйста. Я тоже туда подписываюсь. Спасибо. Блин, так камеры тянутся, прям хотят это утащить. За ручку держит, тянет. Дима, пойдем.